17 ноября, 2000 год, город Саранск, Республиканский дворец культуры, в гостях у фестиваля Старошайговский и Атюревские районы. Несколько минут, вы, дорогие зрители, вновь окажетесь в мире прекрасного, в мире народного творчества и юных дарований. Но прежде позвольте напомнить вам состав жюри. Итак, председатель жюри, председатель Союза композиторов Республики Мордовия, заслуженный деятель искусств Республики Мордовия Николай Митин. Старший преподаватель Национальной культуры Мордовского государственного университета имени Гагарина, полицмейстер Республиканского дворца культуры Наталья Титанова. Заместитель председателя Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи Ирина Касьян. Композитор, преподаватель музыкального училища имени Кириллова, лауреат премии комсомола Республики Мордовия, член Союза композиторов России Елена Кузина. Художественный руководитель театра Петри Росичи Сергей Кузьмин. Художественный руководитель фольклорного ансамбля «Елум» Николай Спиркин. Ведущий специалист Министерства образования Республики Мордовия Александр Тюбаев. И заместитель министра культуры Республики Мордовия Антонина Шатова. А сейчас я приглашаю на сцену представителей Старошайговского района. Заместитель главы района Раиса Бакурина и начальник отдела культуры Людмила Сотова. Дорогие друзья, уважаемые гости прекрасного зала, уважаемые жюри, сегодня на сцене Республиканского Дома культуры выступает в рамках фестиваля «Молодое поколение новому веку» участники художественной самодеятельности Старошайговского района. Мне бы хотелось немного рассказать о нашем районе, ввести вас заочно в экскурс. Наш Старошайговский район один из самых больших, который расположен на территории нашей республики. Он чисто аграрный, то есть сельскохозяйственный. На территории расположено 23 сельхозпредприятия с различной формой собственности. И очень приятно, что по итогам 9 месяцев в республиканском трудовом соперничестве в области растениеводства по 3-му округу наш район занял первое призовое место. Конечно, труженики сельского хозяйства приложили все свои силы и умения для того, чтобы достичь наибольших результатов и нарастить объемы производства. Также на территории нашего района за последние годы развивается и работает, укрепляет работу социально-бытовой культуры. Это развитие школ, очагов культуры и фельдшерско-акушерских пунктов. К 2000 году на территории района практически все населенные пункты будут газифицированы. То есть люди и частный сектор, и все объекты получат голубое дешевое топливо. Нам бы хотелось, чтобы развитие нашего района получило хороший результат благодаря труду своих тружеников, сельских жителей. Это не значит, что у нас нет проблем, что у нас все хорошо. Но наравне с трудовыми показателями хочется сказать, что на месте и не стоит культурная жизнь нашего района. Наши люди с удовольствием поют, исполняют свои национальные песни, сохраняют самобытность своего мордовского народа, развивают его. И гордость этому наш Тиризморский национальный центр с его прекрасным мордовским хором, которые знают не только в пределах республики, но и далеко за его пределами. Являются участником художественных самодеятельностей, смотров фестивалей и в других государствах мира. Также мы гордимся тем, что выходцами из нашего района являются прекраснейшие, талантливые люди, которые известны в культурной жизни не только республики, но и в России. Это Нина Васильевна Кошелева, композитор, автор гимна Республики Мордовия, автор многих современных песен и симфонических произведений. Мы очень ей благодарны, потому что она является также частым гостем у себя на родине, как в своем родном селе Вертелем, так и в других населенных пунктах. Мы гордимся также нашими артистами. Это Галиной Макшевой, Вячеславом Акашкиным и многими-многими другими. Но низко кланяемся
и чтим память знаменитым людям, извините, я настолько волнуюсь, люди, которые очень многие годы находились рядом с великими людьми, работниками культуры наших населенных пунктов в республике. Это Илья Максимович Делин, писатель, поэт, автор многих слов песни Екатерины Кошелевой «Мы его помним, любим и чтим». Также слова благодарности и в память хочется сказать и о композиторе, нашем земляке из села Кулдым Сураеве Королеве. Продолжателем его дела является его сын. Есть на территории нашего района и несколько перерабатывающих промышленных предприятий, но они небольшие. И нам бы хотелось, чтобы сегодня участники художественной самодеятельности, которые выйдут на сегодняшнюю сцену, которые представляют многие населенные пункты нашего района, оставили добрый след в ваших сердцах, чтобы их исполнение вам понравилось, полюбилось. Ну а вам, уважаемые гости сегодняшнего праздника, здоровья, счастья, тепла и уюта, а членам жюри плодотворной работы. Итак, на сцене участники художественной самодеятельности Старошайговского района. Спасибо. Наше время изумляет, разрывает нас на части. Мы гордимся этим веком, наша жизнь полна чудес. Мы спешили, улетали в неустроенные дали, и бесстрашно проникали и в пространство, и в века. Все, что можно, изучили, что нельзя, предугадали. Только сердце, наше сердце не постигли мы пока. Век 20-й нам зачтется, 3-я тысяча несется, и в любви, и в огорчениях протекут опять года. Книга старая прочтется, с веком век пересечется. Наша юность в нашем веке остается навсегда. Прощай, 20 век, ты стал великой былью. Мы стоили тебя, когда ты был неправ. Прощай, 20 век, ах, мы тебя любили. Прости своих детей за их нелегкий нрав. Старошайговский район. Среднерусская местность. Золотятся леса, зеленеют поля. Он еще не обрел мировую известность, но для нас этот край – дорогая земля. Здесь живет красота в каждом времени года. Но главное было и будет всегда – это жизнь и дела трудового народа. Чем богат наш район, тем Россия горда.
была исполнена старинная мордовская песня XVII века «Митень татунять». Как-то памятня. Слова Задайской. Закатилось солнышко. Поет Юлия Шестакова.
сцене ансамбль «Кайги-Вайги». Хочешь очень удалань. Ашими янга, а это тени мора тама, так штитяма. Юлик,
Баба Ялга исполняют Анастасия Чевтайкина и Наталья Куданкина. Пермезне, когда саркан кес, сонь, куда шейтат, кальме сазингерен. И всякое саркан следовательский институт. Овезен варжана. Вась в темане. И лапа макелен смарта, мен шопотом скивнемане. То кизев нес, то сонь, какими замантехце натазанц. Те читаю вас в темане. Так кармат кивнемане. Демен телевизор си всякой не намазы. Ирак си танцем. А мы не тоже следовательский институт работаем. Телевизор ваганды. Тон татус 676 телевизор не намаз афми. Я поди куда Маврикеевна и Афония и А то так уж совсем ракси классов. Кува какельцем их не мангса. Мон келезе кулака. Да тонцем кодарак ситерез. Базару моли. Сара злек с вас, а то штрамай. А когда баня саркай, вовсе тельма гарсени, тельма в комбаня саркай, вай, кравул мисендан. Мамы, копья менки занимать его. А нас комиссия мотага саркать следовательский институт. Али, следователь, что ты работала? Следовательская институция, мы новые заработаем. Мы новые ученые. Следовательская институция, атомсты чепатинги, овезе, мы новые тетки ученые. Чепа? Ах, тут предмет. Может быть, прелезевит камаль. Они умцели знали. Мы новые, да когда так мон мергендера, а в кудбрецин весь там сдабар, кудбрясток по комнате. Монёвызи, и как томат кацмяги, да сонти теже тоба кудбрясток по комнате. Это не мен, баба Ялга, мен, а мо парцеля Стаса. Теже тоба. Мон паразина Стаса, да мы лярд, что мы дик не партинден. А то он всю фалу из горда тлангазана. Ютай не делени. Цыганова синзеветен. А вот цыганова спильгане пренек соданзен. Сонтит коданемекс. Тяддем рисай пизет. Пизем демелет, йотчине. Урмата базы. Станемекс ти цыганова. Я их цепер колдомазан за все цыгановать. Ой, все цыганова тут мели, веню домазинка кадыни. Музей цыганова ведь. Сон веню домазинка кадыни. Да нас что матю. Село манят матю. Веру да если всякая цыганова. И матю не да пек скупоят. Всему скупоя. Тон пек скупоят. Скуперде. Да, мансин. Цыганова из от спинген французские из Максим. Вай матю. А вот фингангак не стванстав. Десятника Макселит. И вся цыганова стей тазовцы. Мазар дурада. И куда шусты тоди. Автомата. Куда шусты тоди лазк стей. А бантя тракситати. Да, макеш яфне. Маракаски. Мон мафтан
давтане кухне, мунсеин за цыганова ветен. Мунсеин за цыганова ветен, мунёвый за фалимамари исследовательская институция заработает. Следовательская институция заработает. Санвать ученый, мунёвый, да мунёвый за золот попель. И телевизор генегланный. Ехаласка, весимо так сахкать институту, Менделя в Стёпце. Марина в Кунарке веки сутка созавтакшить. Моновозен, геки суткас? Да просто что ты мать баба сину сюда сойти. Моновозен, а то тёвцин. Тазне прязан за счастлив. Селенца тошков не гомоновозен. Да моновозен следовательская институция. Чепка деньги. Атомста деньги чепка. Сантав там работать. Вайшка вас! Да атомста чепка деньги. Моновозен следовательская институция чепка деньги атомста. Саркаймага. Атом, солдат, 7 месяцев там. Се сяшка мою владельцене. Он пересукор сельматенди, афинеи. Монтелат содаса. Унака за школа сатонафни. А тон опция. Не в институция. А инведин гунца, муравки, чепка тинты. Моновозен. Да моновозен золот покля. Моновозен. А man часто и дальше самосаркальма следовательская институту. Man жалбай овозен кәтсті. Туланғыз тәштіфтан. Танекая азкамер семма нингелді. Лемні саматтақтан кыстам. Банда, ман закот на сода сайны. Ман там печень мусар. Ман моля следовательская институту. Ман тәшті овози тафтам и цорма. Ман ножу. Народ Иванец.
возбужденные одной думой. Оба парня будто онемели, до поры до времени молчали, всматриваясь в прошлые события. Каждый про себя о жизни думал, сон товарища боясь нарушить. И когда, видать, воспоминания застонать заставили Сафара, Сяжар, прикованный против, дружелюбно первый обратился. Он передохнул и начал нам известное повествование. И пока между заключения Зары долго рисовали Сяжару, умирал Сафар не раз и снова воскресал, как будто по слову Бога, и говорил: мой друг, спасибо. Погоди, и все ты знаешь. Сяжар остановил Сафара. Все-таки Маша, мать твоя родная. Мать! Сафар кричал и звякнул цепью. Да, она доводится сестрой Дуболга, Верзянину Присолье. Дуболга, старейшина, отец мой, мы с тобой двоюродные братья. А Маша, тетка мне, унылец. О, Создатель, как благодарить меня, чем? За откровение Сяжара. Брат мой говорит, ты, может, знаешь, кто отец мой настоящий, кто он? Он, Тагай, наш богатырь Рузянский. Сяжар ответил ему гордо. Он убит был подлого Яра. На второй день свадьбы у колодца хан напал с отрядом на Тагая, чтобы украсть его жену, Машу. А потом насильно притворялся, любовь выказывал. Да что там? Сяжар, проклятый и явно, все, что знал, рассказал по-братски. Значит, моего отца убил он. И Сафар заскрежетал зубами. И меня хотел уничтожить, требовал от матери убийства. Я, выходит, сирота незрячий, помогал убийце, душегубу, помогал ему в его набегах, убивать людей и грабить честных. Он жалел от грабежей и крови. Сяжар, я умирать собрался. Сознаюсь, я чуть поторопился. Должен жить, чтобы уничтожить хана. Должен отомстить Ялояру за несчастье, за людские слезы, месть. Из-за нее и жить мне нужно, и стремиться вырваться на волю. Алаяр как будто это слышал. Тяжело дыша, он потихоньку появился, стал у края ямы, глубину суровый взгляд направил и сказал насмешливо сибирцам: молодцы, а вам не надоело тут бездельничать, прохлаждаться? Вы меня сейчас хоть посчитали не за зверя, а за человека. Зверь, он рвет, а я вам жизнь дарую. Стоит ли на старика сердиться? Чем могу, тем получу, ребята. А не так? Да, молодо, строптиво. Чем же я тебя, Сафар, обидел? Пальцем не дотронулся ни разу. И теперь все по моей вине же. С головы твоей светловолосой волоска соратник не упала. Жизнь тебе я сохраню, пока мест поумнеешь, будешь на свободе. А за помощь заплачу я щедро, душу сберегу твою, не трону. Ты ж меня не раз спасал от смерти. Все-таки, Сафар, открой причину. Выслушаю я, глядишь, поладим. Будь примерен, не забывай Аллаха. А Сафар кипел, скрипел зубами, лязгал цепью, кулаки сжимая. Ярость прокатал в нем, как улей, тронутый рукой воровской. Этого дурного человека он возненавидел люто, будто семиглавого в нем видел змея. Что ж, послушай, произнес сквозь зубы он ему угрюмо. Ты ведь знаешь хорошо, кто я такой. Не ты ли моего отца убил, преступник? Зары мать зарезана тобою. Где моя родная мать Кимаша? И где же Галя, чьей добротой был воспитан я? И где же брат мой Тимиграл, сестра Оси? Что скажешь? А, молчишь, злодей, язык проглочен. Если вырвусь я, живым останусь. От меня ты ожидай лишь смерти. И ничем ты не смягчишь мне сердце, и рука не задрожит, проклятый, в миг, когда тебя душить придется. Ничего другого не дождешься. А я стоял окаменевший, бледный, даже стаи бородавок на лице поганого побелели. Зашипел он голосом осипшим. Нет, легко тебе не обойдется. Смерть мгновенную не подарю я, медленную уготовлю. Гнить ты заживо и постепенно будешь. Мать твою Кимашу я поймаю, вот и я не встречусь с нею. А не приведу живой, так кину голову ее тебе в подарок. Ну, а ты, строптивец, что надумал?
Хан, показывая хладнокровие, к сержанту тут же обратился. Ты, силач, когда служить не станешь, управляй отрядами моими. Золотом оплачиваю службу, волю за согласие получишь. За рачительность, исправность, верность на красавице женю. Да как же? Алая, действительно ослаб ты, коль чужих за деньги нанимаешь. Значит, ты уж и никому не нужен. Значит, от тебя все откачнулись. А в чужой кибитке, как известно, далеко, владыка, не уедешь. Чем тебе такому поклониться, лучше вырву сердце и собакам. Правда о тебе дороже денег. Медленную смерть и ты получишь. Крикнул Алаяр, рассверепевший. Я в такое место вас отправлю, где источат комары обоих, муравьи до косточек обгложат. Ждите, молодцы, пришлю за вами. Завтра поплывете вы за смертью. И друзей всех ваших вместе с вами отошлю, чтоб веселее дохли. Ни одна эрзянская собака вслед от той на воле не отыщет. Хан, трясясь и злобствуясь, от ямы, как паук от пламени помчался. На сцене Марина Хорошева. Рахманинов. Итальянская полька. Играет Толя Мартынов.
Чудаева. Поможем ему.
Если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно. Кто-то хочет, чтобы они были. Значит, это необходимо. Чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. И сегодня в этом зале сияли звездочки, которые, надеемся, не погаснут. И с каждым днем будут сиять все ярче и ярче. И, возможно, через несколько лет станут звездами первой величины.
Ансамбль духовых инструментов. Петров. Я шагаю по Москве.
танцевальный коллектив «Вдохновение» Казанова. Распахнутся вдруг, я войду, разорву ваш привычный круг, уведу, украду чудо грешных рук. Казанова, карнавал, в этот поздний час, настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова снова заводит меня. Танец ночного огня. Я одинокий бродяга любви Казанова. Вечный любовник и вечный злодей сердца. Но соблазнять не устану я снова и снова. Так и останусь бродяга один Казанова. Новый секс, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова снова заводит меня. Танец ночного огня. Одинокий бродяга любви Казанова. Вечный любовник и вечный злодей сердец. Вас соблазнять не устану я снова и снова. Так и останусь бродяга один Казанова. Я одинокий бродяга любви Казанова.
руководитель Василий Копров. Синий вечер у ворот, что-то милый не идет, я все утро, я весь день его ждала, я не знала, я другого позвала. Ой, Петя, Петя, петушок, серебристый голосок, ты скажи, ты миленький, дождь повел бесстыдненький, ты скажи, ты миленький, дождь повел бесстыдненький. Разболелась голова, всю ночь пела, не вставай, ты не слушай, и не верь ему теперь, как вернется, запирай-ка тут же дверь. Ой, Петя, Петя, петушок, серебристый голосок, ты скажи, ты миленький, ночь провел бесстыдненький, ты скажи, ты миленький, ночь провел бесстыдненький. Молодую, что зашел, далеко с ней, далеко, видать, зашел, я не знаю, и не ведаю опять, как решиться, то ли просит, то ли ждать. Ой, Петя, Петя, петушок, серебристый голосок, ты скажи, ты миленький, ночь провел бесстыдненький, ты скажи, ты миленький, ночь провел бесстыдненький. Синий вечер у ворот, что-то милый не идет, я все утро, я весь день его ждала, я не знала, я другого позвала. Петя, Петя, петушок, серебристый голосок, ты скажи, ты миленький, ночь провел бесстыдненький, ты скажи, ты миленький, ночь провел бесстыдненький. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ты скажи, ты миленький, ночь провел бесстыдненький. Надежда Бабкина, молодая канарейка. Молодая
как я люблю людей родной России. Они тверды, их вспять не повернешь. Они своею кровью оросили те нивы, где сегодня всходит рожь. Их не согнули никакие беды, их славить вечно вся земля должна. Простые люди, которым за победу я б звезды перелил на ордена. Господа офицеры, поет Борис Чудаев. Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто бросил карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляя за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадил, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, ваши души хрипят. Что ж вы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не раз.
над родимой страной. С каждым годом все краше, дорогие края. Лучше Родины нашей нет на свете, друзья. Летит корабль в космические дали, покинув землю, нашу колыбель. О чем в веках сыны земли мечтали, других миров достигнуть — наша цель. Мы долетим, раскроем их секреты, доставим вымпел мира и труда. А свет далекой, голубой планеты сквозь тысяч звезд отыщем мы всегда. С чужих планет вернемся мы, я знаю. Земной увидим снова мы рассвет. Земля, Земля, планета голубая, ты лучше всех. прекрасней всех планет. Музыка струит слова Степанова. Что мы Родиной зовем? Исполняет детский хор. Художественный руководитель и дирижер Татьяна Копрова. Концертмейстер Татьяна Анисимова. Что мы Родиной зовем, там, где мы с тобой растем, и березки вдоль которых, взявшись за руки, идем. Вот что мы Родиной зовем, вот что любимой мы зовем. Что мы Родиной зовем, солнце в небе голубом, и душистый золотистый хлеб за праздничным столом. Вот что мы Родиной зовем, вот что любимой мы зовем. Что мы Родиной зовем, край, где мы с тобой живем, и рубиновые звезды, звезды мира над Кремлем. Вот что мы Родиной зовем, вот что любимой мы зовем. Вот что мы Родиной зовем, вот что любимой мы зовем. Музыка струит слова Орлова. Дом под крышей голубой. Словно крыша над землей, голубые небеса, а под крышей голубой реки, горы и леса. Океаны, пароходы и поляны, цветы, страны, сей, все народы, и, конечно, я и
дорогие друзья, пришла пора расстаться с вами. Если вы сегодня на нашем концерте отдохнули сердцем и душой, поверьте, это самая большая награда для нас. Мы хотим обратиться ко всем вместе и каждому сидящему в этом зале в отдельности. Мира и счастья дому твоему, семье твоей, роду твоему. Мира и счастья земле, по которой идешь ты, человек.
солнечных дней судьбе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного, и счастья желаю тебе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного, и счастья желаю тебе. Старошайбургский район. Молодцы. Дорогие зрители, даем вам 30 минут контракта, чтобы вы смогли познакомиться с экспонатами на выставке, которая работает у нас каждый фестивальный день в фойе 2-го этажа.